Удар был такой силы, что кабина УАЗа наполовину ушла внутрь, а Рено Логан больше напоминает груду металла. Это участок дороги возле села Смак-Карса. На снегу еще свежие следы крови. В 10 часу утра здесь столкнулись два автомобиля. Водитель автомобиля Рено по предварительным данным не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате водители и 3 пассажира, водитель Рено скончался на месте. Водитель УАЗа получил травмы. К нашему приезду на месте аварии иномарки уже не было. Сейчас специалисты эвакуируют вторую машину УАЗ. Повсюду разбитые стекла, куски металла и следы крови. Здесь выяснилось, все пострадавшие в ДТП – жители Сизинского сельского поселения. Рено выехало из поселка Разъезд Карса. Водитель, Харис его звать, он работал в этом лесхозе, Сабинском лесхозе работал. Трудолюбивый, очень хорошая семья. А те пострадавшие 3, они на пенсии и по уходу за ребенком-инвалидом. Как рассказал глава поселения, сегодня погибшие собирались к врачу в Арск. Супруги 64 и 65 лет везли на прием 35-летнего сына. Довезти попросили соседа. В это время навстречу ехал житель соседнего села Казаклар. После страшного столкновения мужчина выжил. С ушибленной рваной травмой головы, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки скорая помощь доставила его в Арскую ЦРБ. К счастью, никаких тяжелых травм у пациента нет. Состояние пациента средней тяжести будет продолжать лечение в условиях Арской центральной районной больницы. Участок возле села Смак-Карса жители считают особо опасным. Волнистая дорога, рядом лесополоса. Говорят, зимой здесь гололед, снегопады, накаты и заносы. Могло ли это стать причиной ДТП? Или виной всему банальное превышение скорости? Или были другие обстоятельства? Выясняют госавтоинспекторы. Алия Сабирова, Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Арский район.